В Чувашском госуниверситете обсудили, как создать условия для молодых специалистов, чтобы они не уезжали работать в другие регионы. Со студентами на эту тему подискутировали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, глава республики Михаил Игнатьев, ректор вуза Андрей Александров и депутат Госдумы Алена Аршинова. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев обратил внимание на то, что с развитием интернета работать можно из любой точки мира. Например, копирайтеры, веб-мастеры, контент-менеджеры, коучи вполне могут жить в Чувашии и вести проекты по всей стране. В свою очередь, ректор вуза Андрей Александров подчеркнул, что в Чувашском госуниверситете уже есть различные программы поддержки студентов. Так, при хорошей успеваемости они могут получать удвоенную стипендию. Более того, чтобы учебные программы были не пресными, на некоторых факультетах преподают специалисты из других российских и зарубежных вузов. У нас не борьба какая-то, не на жизнь, а на смерть с столичными вузами, а наоборот дружба. Ну, например, кафедру колесных и гусеничных машин сегодня возглавляет по совместительству. На первых порах мы договорились с Бауманкой, это Московский государственно-технический университет, и вот их профессор, собственно говоря, любезно согласился нам помочь в организации нового направления. Свое мнение, как сделать так, чтобы талантливая молодежь оставалась в республике, высказали победители и призеры всероссийских конкурсов, а их в Чувашии немало. Например, студентка 5-го курса медицинского факультета ЧИГУ Светлана Михайлова за проект «Спасти может каждый» выиграла грант от Росмолодежи в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги она с командой единомышленников купила манекены, носилки, экипировку и другое оборудование для оказания первой помощи. Теперь девушка проводит мастер-классы в школах и учит детей спасать людей. Светлана признается, такая финансовая поддержка укрепила желание стать врачом и никуда не уезжать из региона. Среди талантливой молодежи представители сборной вуза по черлидингу, которая дважды становилась чемпионом студенческой лиги. Капитан команды Екатерина Коршунова рассказала, какие преимущества дает активная жизненная позиция. Прошло всего 2 года, как я вплотную начала заниматься данным направлением, черлидингом. И уже сейчас, конечно, без поддержки вуза, без поддержки Дворца культуры ЧИГУ я бы это не осуществила. Я бы не научилась и писать проекты, и вообще, в принципе, возможности выезжать на подобные всероссийские соревнования.